Здравствуйте! Сегодня у нас 7-й урок, и мы продолжаем работать с нашими объектами, которые мы создали на прошлом уроке. Для этого вы должны открыть файл, который вы сохранили. Для этого вы можете сделать Open, найти нужную вам папку и файл, открыть его, либо через проводник найти свой файл и запустить его. Итак, мы на прошлом уроке сделали 3 модели. Сейчас мы с вами будем работать со стулом. Будем дальше совершенствовать наши объекты. У нас есть стул, и часто так бывает, что спинка стульев выглядит по-другому. Оно имеет отверстие. Сейчас мы с вами научимся, как делать отверстие в объекте. Сквозное отверстие, да? То есть для этого нам опять нужно зайти именно в режим Edit Mode. Для этого нажимаем на Tab, заходим в Edit Mode и ставим разрез, да, вот Ctrl-R на место, где мы собираемся с вами ставить отверстие. Поэтому ставлю примерно вот так. И теперь у нас есть нужный фейс в режиме фейсов троечка, который мы должны с вами удалить, чтобы получилось отверстие. Для этого выделяем фейс и нажимаем на английскую букву X, удаление, delete, да, и выходит такое большое меню, в котором мы выбираем faces, то есть удаляем face. Удалили face, но у нас все еще отверстие не сквозное, так как у нас есть второй такой же фейс, который мы также таким же способом, нажимая на X, вызывая это меню, удаляем. Все, у нас получилось сквозное отверстие. Но есть одно но, да, то есть когда мы видим поближе наше отверстие, мы видим, что не только здесь образовалось отверстие, но мы насквозь видим наш стул. Конечно, такого не должно быть, поэтому мы должны обратно как бы зашить вот образовавшуюся пустоту. Для этого мы заходим в режим Edge. Выделяем, да, через двоечку нажали, зашли в Edge. Выделяем два противоположных Edge. Через Shift выделили два Edge и нажимаем английскую букву F. Заполнение Fill. Заполнили одну сторону. Так вот таким образом нужно заполнить все оставшиеся 3 отверстия. Нажимаем через Shift, выделяем противоположный, английская буква F. Таким образом мы F избавляемся от ненужных нам лишних отверстий, да, дырок. Вот все, наш стул теперь стал как надо, с такой спинкой, какой я хотела. Теперь давайте мы создадим с вами комнату. То есть у нас есть наши объекты. Теперь я хочу сделать комнату, в которой я расположу нашу мебель. Для этого захожу обязательно в Object Mode и там добавляю новый объект Shift. Комнату мы можем сделать из плейна, да, плоскости, либо из того же самого куба. Ну, я выбираю куб. Выбираем куб, делаем Scale и Scale по Z. То есть мы убираем, чтобы у нас был пол тонкий, грэбом по Z ставим. Вот. Можем еще больше сделать. Такая у нас, нет, наверное, слишком. Давайте, пусть будет поменьше комната. Вот. Пусть такая. Вот. Дальше мы с вами должны сделать стенки, да, чтобы у нас были стены. Давайте мы сделаем комнату в разрезе, поэтому стенки мы поставим только с двух сторон. Заходим в Edit Mode, ставим разрезы, Ctrl-R. С этой стороны я ставлю разрез и поставлю разрез Ctrl-R вот так. В тех местах, где у меня будет стенка. Затем перехожу в режим фейсов, троечка, и выделяю нужные фейсы. 3 фейса и экструдом приподнимаю стенку. Вот.
получилась у нас стенка для нашей комнаты в разрезе, да? И здесь мы хотим сделать окно. Обычно в комнатах всегда бывают окна. Для этого нам нужны еще дополнительные разрезы. Как мы ставим разрезы? Я показывала вам, что наводя мы можем ставить один разрез. Но на самом деле можно ставить сразу несколько разрезов. Для этого вот в таком положении, когда разрез светится желтым цветом, мы можем колесико мышки водить. Когда мы наводим так колесико мышки, мы видим, что разрезы можно ставить не одну, а сразу несколько. Крутим в обратную сторону, уменьшаем количество разрезов. Нам нужно только 2 разреза. Фиксируем их, левая кнопка мышки, но нам нужно как бы их приблизить друг к другу. У них большое сейчас расстояние, слишком широкое для окна, поэтому мы можем зафиксировать их, и пока они выделены, да, то есть нажали левую кнопку, зафиксировали, и пока они выделены, мы можем Scale по Y их друг к другу приблизить. Дальше ставим также 2 разреза сбоку, и в принципе у нас уже есть, мы наметили место, где мы собираемся сделать окно. Берем в режиме фейсов, удаляем X-Face, удаляем еще один фейс, X-Face. И также, как и на стуле, аналогичным способом в режиме Edge начинаем противоположные эджи выделять и заполнять их через букву F. Заполняем, и с этой стороны то же самое. И вот у нас получилось окно. Окно может быть с этой стороны, можете еще окно сделать, либо по 2 окна. Но в данном случае у меня одно окно. И теперь начинаем с помощью грэба, ротейта двигать наши объекты по комнате, ставить их так, как обычно стоят объекты. Да? То есть я поставлю стул, то есть кровать в нужном месте. Но смотрите, если вам кажется, что предметы гораздо меньше, чем надо, вы можете их скейлом увеличить до нужного размера. И начинаем их расставлять в нужном нам положении. Вот у нас есть стул. Пусть стул. Сначала берем стол, ставим стол. Смотрите, обратите внимание, вспоминаем, что мы можем разворачивать по градусам. То есть я делаю rotate по оси Z, нажимаю на Z. И не фиксирую это положение на клавиатуре, нажимаю на 90. Но не в ту сторону тогда. Нажимаю Backspace, удаляю значение и ставлю минус 90. Enter. И мы зафиксировали его положение. Затем на видах можете камер расставить так, как надо. Вид сверху, поставить его ближе к стенке. Вот так. И у нас получается такой стол возле окна. Также мы берем стул и его можно уменьшить, так у меня слишком большой в отношении кровати, и расставляем его так, как нам надо. Ну, тут надо поработать с камерой, со всех сторон посмотреть. Rotate по Z, можно уже не по градусу, немножко даже вот, пусть он будет немножко вот так стоять. Все, у нас получилась комната с объектами. Далее мы уже будем заниматься заполнением нашей комнаты предметами, поэтому обязательно вот эту комнату сохраняем. Файл сохранить как, сохраняем в нужном нам папке. Все, на этом пока все. До свидания.